Почему базово абхаз дышал литературой не обсудишь? Было. Они вам подведомственные, кстати, ваши. Вот спросите у них, пожалуйста. Леон. К нам ли? Что, начнем, наверное, прямой эфир уже, да? Сейчас меня все будут ругать, то, что я не на абазинском говорю. Часто ругают, да? Может, то, что Балаг, это вошло. Ши запишите с хапта. Ну ничего, школу тянкнул, Вот. Мурат Жандаров представит, наверное, наших гостей, да? Нет, пускай сами вот возьмут слово, представятся. Но мы у вас, вы представьте нас. Ишужбаб, что я охран кваб, объясняет хазайт, вот ранец хочу, агимала, на плиц хочу, гисба инал, а я бхахвата журстит, дорогие ацар цахош исхаз. Я ваша урушта герхуш, я татасниги абаза чалуш. Ахра я бхахважусь. Это вот Мурат, حاجة خاص حركة يحزب شعبز في الزجاج قبلوا وشرد عن تعيجم كن شخصة حاجة قريب خمسة حيبة برب خمسة زكي شو بصلا. Начнем, наверное, с стихов. Пожалуйста. Потому что Рафа Гехов за 30 лет последние, вот, с начала нашего нового столетия, это первое издание, по-моему, не по-моему, а точно, перевод абхазских поэтов, произведений абхазских поэтов на абазинский. Да, в советские времена были переводы переводные. Я пшкует мурбумася аштахта. Видно, да? В газете напечатаны всего 14 стихов троих молодых абхазских поэтов. Гиц Бейнала, Капш Шариды и Айнара Читанава. Гиц Бейнал, сотрудник Абхазского научно-исследовательского института, остальные двое, Капш Шарида и Айнар Читана, студенты Абхазского госуниверситета. Еще раз подчеркиваю, это имеет огромнейшее значение в деле наших литературно-творческих, в развитии творческих связей. Особенно если начато с произведений молодежи, и в дальнейшем думаем, что продолжится. Также, если с абазинского молодые поэты появятся, мы будем публиковать. У нас в университете издается журнал литературно-художественный, только на абхазском, молодежный литературно-художественный журнал в кабинете абхазской литературы имени Владимира Анкваб. Вот с 2014 года издается этот журнал Апсангири. Как-то с символическим названием Апсангири — это наковальня, где первые публикации, потом с этого журнала и дальше другие издания. Вот как кабинет открыт с 2009 года открыт тот кабинет. И организован там литературно-творческое объединение «Цугбар», объединяющее молодежь с творческим уклоном. Через это творческое объединение вот, свои произведения уже новое поколение абхазской литературы и национальной литературы, можно сказать, человек 17-18 из них, у троих, у четверых, первые сборники уже вышли. Можно и утвержденно сказать, что они на поприще литературном уже и будут продолжать свое творчество. Это радует само собой. А остальное, вот, кстати, вчера в университете и позавчера Сергей Умарович говорил, тоже собираются Базаштадзыхпаха Ахецна журнал Ахыжра Яла Гораневу. Хампада, если они тоже будут выпускать, как раз таки с Умаровичем говорили об обмене информацией. Наш журнал тоже выходит в год 2 раза, они тоже собираются в год 2 раза. И как бы по полгода
культурные, творческие, какие мероприятия прошли среди молодежи, обязательно публикации будет и в Абазар Штадзехко, и в Псангирей, Эвибики журнал Курган. Это шаг, считаю шагом, но и нужным, и важным. Остальное вот насчет учебы в нашем университете. Перед нами лежат вот буклеты разных факультетов: филологического, педагогического, исторического, и справочник для поступающих. С большим удовольствием, как говорится, и на бесплатной основе, у кого есть желание учиться в Абхазском госуниверситете, рады будем на любую специальность. И еще раз, на бесплатной, на любую, имеется в виду, вот, в проекте говорится там по 4 специальностям: абхазский язык и литература, история, методика и педагогика начального обучения и журналистика. Если таковые будут, думаю и надеюсь, что в дальнейшем будут такие люди желающие. Будем плюсовать не дело аспирантуры, наверное, да? Вот с прошлого года наш, как мы договаривались, 5 сочисленные соискателями в аспирантуре по абхазскому языку и литературе определены темы, утверждены ученым советом нашего университета. А сейчас в ближайшем будущем намечаются лекции, как они приедут, и будут они и будем, они будут. Посещать, да, лекции? Да. Акра, еще хотелось спросить, вот наши аспиранты, когда закончат, они могут там остаться поработать? А кафедры абазинского языка тоже упоминали? Такие разговоры были. Это вполне возможно, да, если? Да, вот ректор Абхазского госуниверситета, академик Олег Алексеевич Гваремия, и в прошлом году, в 2018, когда на юбилей Михаила Чигатуева мы приезжали с деканом Баталом Хагуч, тоже он поручал нам и сегодня говорит, как специалисты будут выращены, как в аспирантуре закончат, откроется при университете центр абазиноведения. Вот кафедра абхазоведения есть, но сейчас, если начнут учебу, через год-два отдел абазиноведения можно открыть там, а в будущем в Центре лингвистических, инновационных технологий и лингвистических исследований откроется отдел абхазо-абазинской филологии, на котором им будут представлены места и будут работать, исследовать. Созданы все условия, да? Да. Ахра, спасибо большое. Вот, Инна, вот что вы можете о себе рассказать, добавить? Ну, что я хотел бы сказать? Мне очень приятно, что нас здесь встречают как родных. Вот. В номере 30 опубликованы наши поэтические произведения молодых начинающих поэтов. Это Айнар Читанава, Шарида Капши и я. Вот. Некоторые могут сказать, что ну, что здесь такого, что там какие-то произведения переведены на абазинский язык. Вот. Это много чего говорит. Для нас, начинающих, для молодого поколения, это больше, чем энциклопедия. Вот. Потому что мы народ единый, да, должны почаще видеться, взаимообогащаться. А как это делается? Вот простой пример. Да? И хотелось бы, чтобы молодежь, да, абазины и другие народы, которые здесь проживают, чтобы печатались у нас в Абхазии. Вот мы говорим о развитии абхазо-абазинского языка, да, абхазо-абазинских отношений. Вот для этого нужно, на мой взгляд, чаще видеться, общаться,
Для развития языка не нужно там больших усилий, просто нужно о нем говорить. Говорить надо. Вот такие лозунги встречаются. Штравила, обсышала, штравила, абаза безшала, да? Да. И некоторые там выступают, говорят, мы должны говорить на абазинском языке, должны говорить на абхазском языке. И это говорят не на родном языке. Понимаете? Вот это чуть, конечно же, больно. Для того, чтобы развивать тот или иной язык, просто нужно о нем говорить. На мой взгляд, я хочу поблагодарить Фатиму Апсову, которая перевела наши произведения, потому что поэтический язык, он не простой язык, он скользкий язык. Вот. Не просто так удается перевести. Перевести можно там мысль, соблюдать там все нормы стихосложения очень, очень нелегко, очень много приемов нужно применить. Вот. Она очень постаралась, и за это большое спасибо. Мы, молодежь, подрастающее поколение, прекрасно понимаем, что наши старшие с обеих сторон делают все возможное для того, чтобы нас направить в правильный путь. И мы за это очень благодарны. Спасибо вам. Я прочитаю одно стихотворение, если... Апсышева. Лена Цурбалан. Абаза безшала, зур саптузыр, газета помпи. Это нужно маленькое. Хошаецаква анарку, зигхаз хазу. Джукарба арту, джукарта арку. Зигир зырхум авипса, уй агворагету. Якалойт ибжедапсна, адуней уртралиту. Ярада злиберку азы, я пархагамку игур, я не хоицкю апса, ехзу авипса. Я похлопаю. Еще одно стихотворение, называется «Апсна». Хажлаказ псыз ваштача, хазшазил хамазай, апсуа ноква аштача, хайта марджа нагазай, ноква баагораква, рылапшна заххозай, ашер хуюз хагараква, пейпшла шахзапшизай, шижахахтар хаблаква, халапшса шавабзай, жепихан ушхаква, шарпа галагзай, умра бураз капхакача, бгейцер псахагазай, абжахылцу парача, апсаатр зипсаршагазай, апсуа ларзак хнагана, унапсаргузап шкаханазай, узапсахваз доказар, джаханам итапзай. Лена обзудила. Лена. Я думала, мне надо следить. Засадхера такого. Вызвалась. Даже я на своем ломаном абазинском. Сцахачтаны жиокарата. Шазымам зуш сгуала акца. Шасач абзазарам цата. Абзибара шмсуа каца. Сцахат карата. Уже сажа. Сымха хош псыргузы дохта. Сцахит. Янызжын саша. Аша шимпсуа Хаза. А может быть, ты попробуешь? Видит, прочла. На языке оригинала лучше всего. Может, ты попробуешь на абхазском прочесть? Они не так точно. Но для развития, для взаимодействия нашей молодежи, вот в ближайшем мае, в конце мая, в 20-х числах, намечается творческий вечер в честь 70-летия народного поэта Керима Махцая. И хотелось бы, чтобы поприсутствовали отсюда, и чтобы совместно провели мы. Все сразу смотрят на Мурата Мукова, руководителя ОП в городе Черкесске. Спасибо за приглашение, это очень на самом деле ценно для нас. Буквально на днях мы обсуждали вопрос сотрудничества, обсуждали очень много общих проектов, идей, что наши ребята ездили к вам, чтобы наши ребята в Абхазии ездили сюда, на территорию Карачаево-Черкесской республики, на Абаза, что да, очень актуальный вопрос, и я очень надеюсь, Мурат Исмаилович,
что у нас получится поехать и дать старт этому проекту нашему, да? Надежда Общему. умирает Общему именно с этого вашего мероприятия. Очень хорошо, что вы предложили. Я думаю, Вот в прошлом году, в честь 90-летия Владимира Ангваб, с КЧГУ Мурат, говорю, Сергей Умарович присылал 3 студентов с Заремой Чапаевной. Они присутствовали. И вот вечером по набережной ходили вместе со студентами нашими. Просто отойти и смотреть до такой степени, вот с чистой душой любой абхаз-абазин, кто бы ни был, вот со стороны, если будешь смотреть, самому до такой степени приятно смотреть на эту молодежь, как общается, как будто с давнишних, в самом деле, да, корни наши, предки, но вот первый раз видя друг друга, моментально они начали общаться, как будто вечно из 1 класса учились и в университете учатся вместе. И до сих пор общаются они. Вот поэтому хочется почаще, хотя бы по 2, по 3, по 5, по 10, не знаю, группами, чтобы друг друга ездили друг к другу. Вот еще, пока далековато, но все-таки и вот Хайцухова 11-летие намечается осенью. Тоже как бы то ли читательскую конференцию, то ли в какой-то форме обговорить, чтобы вместе провели. И в этом году вот на специальности абхазский язык и литература дипломная работа у одной девочки, сравнительный анализ последних изучивших Шинкуба и Тхайцухова «Горсть земли». Тоже хорошее начало, по-моему, для взаимоотношений молодежи. Она вот нашла то, что на абхазском, про абазинскую, про северную кавказскую литературу начала, потом про абазинскую литературу, то, что было напечатано в периодической печати, что в литературном журнале, в литературном Алла-Шара и в газетах, она нашла материалы и по крупицам начала собирать. Само собой, она прочла обе произведения, да. Но есть шаги, есть капли, но надо действовать с обоих наших сторон, чтобы эти капли стали ручейком, а ручейки рекой, а потом дальше. Все зависит от нас. Полностью с вами согласна. Мурат, для нас все условия открыты в Абхазии. Да, вот обговорил такой момент, что был такой диалог с ректором, да, Абхазского государственного университета о том, что он предоставляет нам на время нашего пребывания место в общежитии. То, что бесплатно. Бесплатно абсолютно, да. Вопрос стоит вот только отправить нас. Дорогу оплатить надо, Исмаилович. Я тебя услышал. Обещаешь же на камеру. Дорогой, многоуважаемый наш любимый Муса Хапаевич. Мы очень надеемся. Так далее. Шутки шутками. Да. Надежда, как говорится, умирает последней, но у нас она не умрет. В конце концов, мы все-таки до этого дойдем. Проектов насчет того, чтобы обучать нашу молодежь, то в этом году мы внесли немало мероприятий по этому поводу. Какие-то будут сделаны, какие-то будут в этом году только на подготовительном этапе, скажем так. Вот, но к следующему году я думаю, что у нас очень такой обширная программа будет по образовательная программа, скажем так, да, для молодежи. Она связана и с Абхазией, естественно, потому что у нас есть кое-какие наработки, кое-какие мысли, которые мы попозже свяжемся с вами как раз таки, я думаю, и обговорим некоторые нюансы. Ну и также с другими вузами, в принципе, потому что если вы, не знаю, слышали, вы знаете, что к нам приезжал Казанский Николай Николаевич, академик РАН Российской Федерации.
многообещающие как бы проекты там тоже. Потом очень много переговоров сейчас ведется как раз таки с другими российскими вузами, как для абхазов, так и для абазин, в принципе. Вот. И я думаю, что там, вот, если это все как бы свершится, скажем так, да, все эти переговоры пройдут успешно, и мы сможем сделать ту подготовительную часть, чтобы наши ребята и отсюда, и из Абхазии, и отсюда в Абхазию, и из Абхазии в другие вузы России как бы могли попасть в них. И это будет вообще великолепно, это будет очень такие вот, как сказать, глобальные проекты, после которых можно смело говорить, что наше научное, скажем так, сообщество, да, будущее научное сообщество, в котором мы вырастем из этих ребят, то есть будущее нашего языка, оно очень в таком надежных руках будет, скажем так, если у нас все получится. Я думаю, у нас получится, потому что мы идем к этому. Пусть это будет не так быстро, но мы уверенными шагами, осознанно это все приближаем потихоньку. Если сегодня у нас еще там 1, 2, 3 места где-то, да, то завтра у нас будут уже в разных университетах по нескольку мест, и даже будет такая очередь, я надеюсь на это, и я уверен, что это так и будет, что это будет примерно, как я это себе вижу, да, вот сейчас через какое-то определенное время, не буду сейчас говорить год, 2, там 3, но где мы будем реально отбирать уже ребят на той или иной специальность, в тот или иной вуз и так далее, и так далее, и так далее. Это будет прямо на такой конкурентоспособной основе, скажем так. Поэтому, ну, Абхазия — это наша большая родина, как говорится, да. Мы никогда не теряем надежды, что и наши ребята там были, и есть, и будут еще, и что в Абхазии реально нас любят, ждут, мы это тоже знаем. Будем стараться, будем делать все для того, чтобы наши ребята поехали, учились на большой родине, заканчивали, естественно. Зилуя быха. Аплян хашта азлалагаз айпшетсина халшот. Хавихри гимкуна гублила айзухазана хибртава хазшаз илэгова. Вот и Конгресс свой офис уже, ну, на днях должны открыть. Да, должны открыть, да. Да, и там дискуссионный клуб собирают. Да. Вчера с Каном разговаривали, и вот на наших взаимоотношениях имеется в виду о встречах наших, литературных встречах, там, о творческих вечерах и так далее и тому подобное. Мы потом, ну, в ближайшем будущем говорить, свяжемся, и чтобы продолжились. И, ну, есть, как Мурат сказал, полушажки надо посодействовать, чтобы со временем и по чуть-чуть, как говорится, чтобы они развивались. От регих айпхамус авюхори гымза загизы. Ну, совместная работа, естественно, только приведет к этим как раз-таки успехам, к тому, к чему мы стремимся. Если будем все вместе к этому стремиться, я думаю, что мы будем. У нас есть желание, самое главное, у нас есть желание и вера в это. И мы обязательно этого добьемся. В скором будущем у нас будет все хорошо, так как мы рассчитываем. Белла, представь, пожалуйста, Ярым примером, да, является вот аспирантка Академии наук Асида Гумба, которая вот находится у нас со 2 апреля, собирает информацию по своей работе, да, по инициативам. Пока не будем так, да, Асида раскрывать тематику работы. Очень интересная работа, ценная для 2 наших братских народов, абхазов и абазин. Асида большая молодец.
ей можно гордиться, можно передать Академии наук за то, что Передадим обязательно. Асида большая молодец, такое рвение к науке вообще имеется. Асида, может быть, скажешь пару слов? О Абазаште, да? О своей работе, да, какие Абазин впечатления, Карачаево-Черкесской республики. Впечатлений много, двумя языками владею, но не могу сказать, что у меня на душе, поэтому я лучше промолчу, что все идеально. Так, Высота. получается, да. Так. В свою очередь я могу сказать по профориентационной работе, да, в университет. Это для нас очень большая возможность вообще. Я беру за собой ответственность и наибольшую волну информирования, да, среди студентов, выпускников, Абазин такую агитационную работу провести, да? Ну, есть материал, и да, дальше всё разрабатывать. расписано и осталось изучить. Ответственность К за сожалению, тобой да. остается дело. Ответственность за мной. Также передам всю любовь Абхазии. Постараюсь передать все горящие глаза, любовь Абхазии и эмоции этим выпускникам. Вот очень бы хотелось, надо сказать про тебя, ты большой молодец, очень понравились твои стихи. Буду приводить тебя в пример нашим ребятам. Вот. И если ты не против, вот один из сборников, вот я вижу, это твой именной, да, получается, Да, сборник? первый сборник его. Если получится, если есть такая возможность, оставить как на память нам его, попрошу тебя чуть нагленько. У нас вот в волонтерской комнате, где ребята находятся, Журнал да, «География». чтобы я каждому показывала и говорила, что вот смотрите, вот он наглядный пример, да. Да, им ручку пусть подпишет еще. Так, обязательно, да. Если можно, если ты не против, если есть экземпляр у тебя еще. Конечно. Спасибо. Может быть, правда, подпишите, да, как-то для молодежи Абазашты с, так скажем, мотивацией на будущее, да, и рвением заниматься таким ценным делом. Слушай, 12. Белая ручка. А вы черная доска, видите, как все модно. Даже блокнотики есть.